Первые рейсы Казах-Эйр. Куда отправятся самолеты нового регионального перевозчика? 600 миллионов долларов от Китая. Казахстан Тимиржолы заключила выгодное соглашение. Вторая жизнь производства. Кремниевый завод в Караганде отправляет первую продукцию на экспорт. Авиакомпания «Казах-Эйр» начала выполнять регулярные рейсы в регионы Казахстана. 27 августа первый самолет отправился из Алматы в Астану. За первые 5 дней работы услугами перевозчика воспользовались более 900 пассажиров. На сегодня самолетами авиакомпании, главный хаб которой находится в Алматы, можно улететь в Астану, Павлодар и Шымкент. 30 августа был выполнен первый полет по маршруту Шымкент-Павлодар-Шымкент. Воздушное сообщение по этому коридору отсутствовало более 10 лет. Стоимость билетов на внутренние рейсы варьируется от 10,5 до 15,5 тысяч тенге. Путешествие своих посылок и бандеролей казахстанцы теперь смогут отслеживать по всему миру. Казпочта сообщила о запуске глобального трекинга почтовых отправлений. Ранее система отслеживания работала только на территории Казахстана. Теперь же, благодаря интеграции с информационной системой Всемирного почтового союза, такая услуга распространяется и за пределами страны. Для уточнения местонахождения своего отправления клиенту необходимо зайти на сайт компании или в приложение, вбить трек-номер и получить всю необходимую информацию о посылке. Сервис поможет и иностранным компаниям, отправляющим посылки через территорию Казахстана. 600 миллионов долларов получит Казахстан Тимиржолы на развитие своих проектов от китайских инвесторов. Договоренность была достигнута в ходе государственного визита Нурсултана Назарбаева в КНР. Между КТЖ и провинцией Цзянсу подписано рамочное соглашение по совместному развитию специальной экономической зоны Хоргос-Восточные ворота и международной логистической зоны ШОС в городе Лянь-Юнган. Инвестиции рассчитаны на 5 лет и направлены на развитие логистической и создание индустриальной зон на Хоргосе. Предполагается, что сотрудничество позволит сократить время перевозки грузов и сформировать конкурентоспособное сообщение между странами. Завод по производству кремния в Карагандинской области начал вторую жизнь. За простаивающее с 2011 года частное предприятие в октябре прошлого года взялось государство. Компания Таутлен Самрук приняла завод под свое управление. В его развитие вложили 1 миллиард 200 миллионов тенге. Сегодня на производстве трудятся порядка 300 человек. С начала года предприятие переработало 4700 тонн кремния. С запуском второй печи руководство завода планирует выйти на плановую мощность – 25 тысяч тонн в год и строит долгосрочные планы. На данном заводе технология, разработанная немецкой компанией Otto Wolf. Мы сейчас в соответствии с этой технологией работаем, стараемся не отклоняться. В перспективе рассматривается проект получения более высоких марок кремния и очищения его, и доведения качества солнечного кремния с участием других компаний. На сегодня завод изготовляет только технический кремний и его производные. В этих печах под высокой температурой добытый из недр земли кварц превращается в готовую продукцию. За одну смену выплавляют порядка 10-11 тонн кремния. Это больше 30 тонн в сутки. Полный цикл обработки металл проходит за 2 часа. Час выпуск, час накопления. То есть час селедка у нас закрыта, металл копится, процесс плавки идет, и час идет выпуск. То есть мы открываем леточный узел и выпускаем горячий кремний в ковши. Далее идет процесс рафинирования. Процесс рафинирования мы очищаем от вредных примесей. Вредные примеси у нас считаются это алюминий, кальций. Такой технический кремний используют в черной и цветной металлургии, а также для изготовления более чистого поликристаллического кремния. Последний применяется в высоких технологиях, в производстве солнечных батарей и компьютерной техники. Именно он дал название знаменитой долине в Калифорнии. Возможно, вскоре кремний найдет применение и в Казахстане, а пока вся продукция завода уходит на экспорт в Соединенные Штаты Америки и страны Европы.